Снежный циклон обрушился на Татарстан. Некоторые авиаперевозчики по соображениям безопасности полетов могут корректировать расписание рейсов на данном направлении. Сколько продлится непогода и подготовились ли к ней коммунальные службы? Временами ожидается умеренный и сильный снег, метели с существенным ухудшением видимости. Все подробности в нашем материале. 1 марта в Татарстане стартует тотальная проверка дымоходов. Не пустить шансов 0. Но то, что мы отключим, это 100%. Газовики придут ко всем, за что можно лишиться голубого топлива. Прикроем, как в деревне, баню. Будет ли массовая дегазификация в республике? Репортаж Тагира Валиди. Уже через месяц на месте старого ЦУМа в Казани планируют открыть центр уникального мастерства. Объект, аналогов которого нет не только на территории Российской Федерации, но и даже в мире. Кузнецы, гончары, ювелиры, кулинары и не только будут мастерить и обучать желающих. У меня все оборудование есть, да, мне надо было только помещение. Чем еще хотят удивить татарстанцев, увидела Нафиса Минязова. Здравствуйте. Сегодня 27 января, вторник. В эфире новости Татарстана. В студии Алия Хайрудинова и о главном к этому часу. В Татарстан дошел мощный снежный циклон, который ранее обрушился на Москву. Казанский Кремль, высотки остались за пеленой бурана. На дорогах снежная каша. Кадрами с трасс жители республики делятся в соцсетях. Видимость низкая, из-за поземки сложно отличить край обочины, местами гололед. Есть первый погибший в Высокогорском районе. Водитель Хавала выехал на встречку у села Каменка и столкнулся с Ниссаном. Водитель, последний 50-летний мужчина, погиб на месте. Трасса Алексеевская-Альметьевск в эти минуты закрыта для всех видов транспорта. Циклон пришел из Москвы. Накануне там объявили оранжевый уровень погодной опасности. Снегопад там привел к транспортным сбоям. За ночь в столице выпало около 17% месячной нормы осадков. Сугробы выросли почти до полуметра. В аэропортах задержали и отменили десятки рейсов. Это отразилось и на авиасообщении с Татарстаном. Переносят время вылетов из Казани и Нижнекамска в Москву. Один рейс из Бегишева отменен. Аэропорт Казани пока работает в штатном режиме. Здесь сообщили, службы готовы к снегопаду. Техника и персонал находятся на дежурстве. При необходимости будет привлечен дополнительный состав. В связи с неблагоприятными погодными условиями в районе Московского авиационного авиаузла некоторые авиаперевозчики по соображениям безопасности полетов могут корректировать расписание рейсов на данном направлении. Просим пассажиров уточнять актуальную информацию о графике движения воздушных судов по системе обратной связи авиакомпании или в справочной аэропорта Казань. Также на онлайн-табло на сайте аэропорта Казань. По прогнозам синоптиков, такая погода может сохраниться до 2 февраля. Ожидаются метель, сильный ветер и гололедица. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Видимость на дорогах снизится до 2 километров. Температурный фон будет повышаться. Завтра днем до минус 12 градусов, в четверг до минус 7. К выходным метели сохранятся, а вот температуры начнут понижаться, сообщает Гидрометцентр республики. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными и по возможности отказаться от дальних поездок. Городские службы переведены на усиленный режим работы. Днем на улицах задействуют более 300 единиц техники и свыше 550 дорожных рабочих, сообщает мэрия Казани. Основные работы запланированы на ночное время, чтобы не мешать движению транспорта. Сообщить о проблемных участках в городе можно по телефонам горячих линий и через чат-бот мэрии. Их адреса на экране. Погодные условия в городе Казани и на территории Республики Татарстан будут формироваться под влиянием активных фронтальных разделов. Временами ожидается умеренный и сильный снег, метели с существенным ухудшением видимости, сильный ветер порывами 15-18 метров в секунду. По расчетам, на территории республики в этот период может выпасть от 30 до 60 миллиметров осадков и более, что превысит месячную норму. Непогода может ухудшить и без того сложную статистику на дорогах республики. С начала года в Татарстане в 128 ДТП погибли 26 человек. Рост на 25% по сравнению с прошлым годом. По итогам 25-го Татарстан занял 3-е место в ПФО по аварийности. Такие цифры сегодня озвучили на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Вице-премьер Шамиль Гафаров назвал результаты провальными. После 10 лет снижения аварийности последние 2 года пошел рост. Почему контроль перестал работать? Где провалились муниципалитеты? И кто персонально отвечает за безопасность на трассах и улицах? Репортаж Рамиля Шайдуллина. Пока у нас дела в
плане организации обеспечения безопасности дорожного движения не совсем хорошо складываются. С первых минут выступления Шамиля Гафарова показало, совещание будет жестким и эмоциональным. Статистика последних 2 лет, по словам вице-премьера, перечеркнула результаты десятилетия системной работы. Кому что не хватает? Знаешь, что-то не делаем не так. Нужно докопаться, нужно разобраться. До этого уже 10 лет подряд мы же снижали количество погибших, количество ДЦП на дорогах Татарстана. Что случилось в последние 2 года? Где мы провалились? Давайте как бы разберемся. В прошлом году на дорогах Татарстана произошло более 3000 аварий. Погибли 345 человек. С начала этого года еще 26 погибших. Снова рост по сравнению с прошлым январем. Основная доля погибших зарегистрирована в столкновениях. Из них больше половины приходится на случай с выездом на встречную полосу. Наезд на пешеходов дали практически 20% погибших. Отмечен рост всех основных показателей аварийности. Особенно тревожная статистика по детям. Чаще всего они погибают в салонах автомобилей из-за грубых нарушений со стороны взрослых. В прошлом году на дорогах Татарстана скончались 15 несовершеннолетних. Почти 500 получили травмы. В антилидерах Агрыз, Тукаевский, Лабужский, Нурлатский, Актанышский районы и Набережные Челны. Особую тревогу вызывает тот факт, что большинство погибших детей, 13 из 15, были пассажирами. Это ставит перед нами задачу усилить работу с родительским сообществом. Аварии происходят на фоне рекордных финансовых вложений в дорожную инфраструктуру. Какой регион 103 миллиарда вкладывает денег на капитальный ремонт и дорожное строительство? Какой регион там за последние, скажем так, полгода вкладывает более 600 миллионов на покупку камер фотофиксации? Шамиль Гафаров прямо указал на слабую организацию работы на местах, особенно на дорогах местного значения. То, что касается роста аварийности по вине пьяных, рост погибших, рост раненых, посмотрите у себя там в районах, найдите себя, отмечен рост в 19 муниципальных образованиях. Из них в 16 из 19 на фоне снижения этой надзорной деятельности, значит, у нас идет рост погибших и рост раненых. Вот обратите внимание, вот верхний Услон в 5 раз на фоне снижения надзорной деятельности более чем на 40%. Значит, Апастово на 30% свалились. Сразу пошли погибшие, сразу пошли раненые. Министр транспорта Фарид Ханифов связал рост аварийности с состоянием местных дорог. В этом году контракт на ямочный ремонт заключили только 16 районов. По этому поводу резко высказался и Шамиль Гафаров. Где оставшиеся муниципальные образования? Почему до сих пор не заключили контракты? Для меня как бы тоже непонятно. Ну, через месяц или полтора мы можем выйти на ямочный ремонт, исходя из погодных условий. Но 3-й раз подряд мы обсуждаем, 3-й год подряд данный вопрос, и вопрос не решается. Позиция министерства следующая. До 1 апреля все эти контракты должны быть заключены. И контракты с 2027 года все должны быть 3-летние. Члены комиссии сошлись во мнении: без усиления адресной работы в районах, контроля за обгонами, пешеходными переходами и дорожными работами переломить ситуацию не получится. Поэтому приняты конкретные решения: усилить надзор и до весны заключить все муниципальные контракты. В том числе это поможет сохранить жизни уже в этом году. Рамиль Шайдуллин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Сегодня Вахитовский суд Казани продлил меру пресечения Евгению Маркину. В СИЗО он пробудет до 1 марта. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, мужчина брал деньги в долг, якобы для развития бизнеса, но не возвращал. Как рассказали потерпевшие, обвиняемый создавал образ богатого и успешного предпринимателя, входил в доверие и предлагал вложиться в общее дело. Ущерб только одного из потерпевших превысил 11 миллионов рублей. После выхода нашего репортажа в полицию обратились другие потерпевшие от его действий. В уголовном деле уже 6 эпизодов, а общий ущерб превысил 30 миллионов рублей. Правоохранительные органы продолжают поиск потерпевших от действий Евгения Маркина. К слову, помимо родной фамилии, он представлялся Марковым и Еремкиным. Тотальные проверки дымоходов ждут татарстанцев с 1 марта. Об этом сегодня заявили в Доме правительства. Причины понятны. С начала года Татарстан поставил антирекорд. 8 человек погибли от отравления угарным газом. За недопуск газовиков в квартиры и частные дома предусмотрены штрафы вплоть до 600 тысяч рублей. Но специалисты настроены решительно и при недопуске для проверки намерены отключать подачу топлива. Тагир Валиди продолжит.
В настоящий момент в Татарстане от газа отключили 10 тысяч квартир. Основная из причин – это срочная необходимость ремонта вентиляционных каналов. Один из таких домов расположен в Казани на улице Годовикова, дом 4. Этот дом относится к ведению управляющей компании авиастроительного района. Люди в этом доме живут без газовых колонок уже несколько месяцев. 26 мая отключили, вот уже 26 вчера 26 было, уже сколько месяцев? 8-9. После отключения газа 80 семей в этой хрущевке на Годовикова обходятся как могут. Одни уже потратились на электрические водонагреватели, другие кипятят воду на кухне и моются из ковшика. А вот 87-летняя Рамзия Зиядулина невольно вспомнила детство. Это вообще невозможно. Вот в нашем возрасте вымыться, купаться нигде, ничего. Вот так. Как вы обходитесь без горячей Как воды? не обходимся? С горьким, как в деревне, баню. Этот дом построили в 1973 году, и с тех пор, по словам местных жильцов, капитального ремонта не было. Летом выяснилось, вент-каналы разрушаются. На восстановление нужно 10 миллионов. Жители скидываться не хотят. У управляющей компании таких денег нет. Птица в дымоходе была. Птица в дымоходе. Вот, да, сейчас выясняют. Забитый вент-канал предварительно стал причиной трагедии на Сибирском тракте. Погибла супружеская пара. Республика идет на кардинальные меры. Тотальные проверки дымоходов начнутся с 1 марта. При их неисправности или недопуске специалиста подачу газа прекратят. Раз в 12 месяцев приходит газовик, он обязан обязан оценить в цифре два параметра: воздухообмен и разреженность шахты. В случае, если это не соответствует, вы видели в 410-м. Без предупреждения газоснабжение прерывается. Поэтому не пустить шансов 0. Мы все равно, в крайнем случае, мы получим судебное решение, да, если нам очень сильно нужно. Но то, что мы отключим, это 100%. На сегодня 12 тысячам абонентов выданы предписания за нарушение правил безопасности при использовании газовых колонок и отсутствии тяги. Мы наибольшую статистику по несчастным случаям видим и получаем от применения проточных водонагревателей. Таковых у нас 215 тысяч единиц. Расположены они в таких крупных городах, как Казань, Альметьевск, Бугульма. С начала года в Татарстане 8 человек погибли от отравления угарным газом. В частном доме в Верхнем Услоне погибли 4 человека. В бане в Нурлате скончались 2 мужчин. За весь прошлый год по той же причине погибли 4 татарстанцев. У нас предусмотрена ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. На граждан от 5 до 15 тысяч. Предусмотрена ответственность на должностные лица от 20 до 30 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей от 40 до 60, на юридических лиц от 300 до 400 тысяч рублей. Проблемным остается вопрос дегазификации общежитий. Имущество общее, ответственность нести никто не хочет. Самая критичная история для всех наших городов – это общежитие. Для Минстроя, для инспекции совершенно принципиально вот эти 177 общежитий, решение по ним принципиальное тоже есть. Надо, чтобы с муниципалитетов движение началось, мы в них должны дегазифицироваться. Кардинально изменить ситуацию могла бы массовая дегазификация, частичный или полный отказ от использования газовых колонок и переход на централизованное горячее водоснабжение. Эта работа уже началась в Казани и Нижнекамске. Тагир Валиди, Игорь Романов, ТНВ, Казань. В Татарстане создадут единого оператора, который будет контролировать работу высокотехнологичных спортобъектов, в первую очередь бассейнов и ледовых дворцов. Их эксплуатация на местах вызывает вопросы. Об этом на итоговой коллегии Минспорта объявил Владимир Леонов. Во встрече приняла участие вице-премьер Лейла Фазлеева. Ежегодно в Татарстане ремонтируют 20 крупных спортобъектов. В прошлом году на это направили 650 миллионов рублей. В этом нужно уже более 850. Всего в республике работают свыше 13 тысяч спорткомплексов. Физкультурой и спортом занимаются свыше 67% татарстанцев. По этому показателю республика вторая в Поволжье и 5-я в стране. Эксплуатация высокотехнологичных объектов – это бассейны и ледовые арены. Это наша сегодня боль, потому что многим объектам уже больше 20 лет. И мы здесь совместно с Министерством строительства, мы нашли большой отклик Марата Мансуровича. Сегодня формируем программу по созданию единого оператора, который будет управлять этими работами.
К 1 марта в Казани планируют открыть первую очередь ЦУМа – Центра уникальных мастеров. Это масштабный проект, который появился благодаря Раису Республики и ведется под его личным контролем. Прямо в центре города появится особая территория, где можно будет хранить традиции, передавать знания новому поколению и продвигать национальную культуру и наследие. Почему ремесленники так ждут открытия? В чем ЦУМ схож с новым Камаловским театром? И что сохранят из наследия советской эпохи? Спросила Нафиса Минязова. Сейчас 460 строителей практически в круглосуточном режиме заливают полы, шпаклюют стены, проводят электричество. Когда-то это был советский центр торговли, через месяц станет центром уникального мастерства. 70 мастерских объединят под одной крышей. Творить ремесленники будут по 17 направлениям. На 3 года их освободят от арендной платы. Отбор происходил на основании художественно-экспертного совета, потому что здесь будут представлены именно мастера, которые производят свой продукт. И весь центр будет работать на сохранение нашего национального культурного кода. Нас встречают, когда мы приходим в ЦУМ. Входы будут обрамлены татарскими орнаментами, вырезанными в камне. Здание будет современным и новым, но в то же время хотят сохранить его историческую уникальность. От старого ЦУМа здесь остались только стены и колонны, а также во время демонтажа полов обнаружили узоры, которые были здесь еще в 70-е годы. Сохранить их не удалось, но решили воссоздать заново. Интерьер украсят изделиями ремесленников. Центр будет работать на сохранении культурного наследия и популяризации его среди туристов. Главным архитектором стала Елена Валеева. Она когда-то создавала проект памятного знака в Булгаре, эскизы для реставрации Кацачулпан и не только. Уникальность этого объекта, во-первых, его идея, которая пришла в голову Раису. Мы сохраняем архитектуру 70-х годов. Кстати, автор архитектуры тоже в 70-х годах был Татинвестграждан проект. И вдыхаем в него новую жизнь. По-прежнему центром композиции является двухцветное пространство. Здесь ремесленники будут создавать свои уникальные изделия, продавать и обучать мастерству желающих. Все смогут попробовать себя стеклодувом, гончаром или ювелиром. Гузель Зарипова, ткачиха ковров из Атни, обучилась 1,5 года назад. У меня все оборудование есть, да, мне надо было только помещение. Открытие такого центра для нее возможность развиваться и продвигать татарскую культуру, уверяет она. Мне надо будет мастеров обучать. Прежде всего персонал набирать. Справа у нас будет прекрасная зона для проведения мастер-классов по кулинарии. Вот эта стена, которую мы сейчас видим, она будет полностью задекорирована в татарском национальном стиле. Чак-чак будет представлен, треугольники. На 1-м этаже планируют открыть уникальный образовательный центр профориентации школьников. Площадь ЦУМа увеличилась с 32 тысяч квадратных метров до 57 тысяч. К 1 марта должны сдать первый этап. Планируется запустить историческую часть здания. Новый объект, который у нас появляется в мае месяце, это уже деловой бизнес-центр, который состоит из офисных помещений, порядка 850 рабочих мест, значит, конференц-залов, 6 конференц-залов общей вместимости 1200 мест и одним из таких крупнейших конгрессных деловых центров именно в сердце Казани, который будет принимать и международные мероприятия, и всероссийские. ЦУМ с момента открытия, а это 1977 год, реставрировали лишь однажды в 2007-м. Сейчас в проекте сохранят исторические особенности объекта. Вновь появятся фонтаны, парковка, из новых соседей арт-бульвар и парк. Это будет настоящая преемственность поколений как в архитектуре, так и в ремесле. Нафиса Минязова, Алмаз Зиаддинов, ТНВ, Казань. Более 66 тысяч нарушений закона выявила прокуратура Татарстана в минувшем году. Итоги работы ведомства подвели на коллегии с участием премьер-министра Алексея Песошина. С основным докладом выступил прокурор Альберт Суергулов. Из основных цифр к административной ответственности привлечены свыше 3000 виновных лиц, возбуждено 187 уголовных дел. Вместе с налоговой обеспечено поступление в бюджет более 15 миллиардов рублей. Погашена задолженность жителям по зарплате на 455 миллионов рублей. Выявлено почти 1500 нарушений законодательства в сфере противодействия коррупции. По итогам проверок дополнительно выделено 835 миллионов рублей на обеспечение инвалидов средствами реабилитации. В целях пресечения телефонного мошенничества по 15 уголовным делам изъяли 87 сим-боксов и более 15 тысяч сим-карт. Заместитель генерального прокурора России Николай Шишкин отметил необходимость профилактики и борьбы с преступностью, защиты прав граждан в сферах ЖКХ, оплаты труда и здравоохранения. В условиях проведения специальной военной операции органам прокуратуры
необходимо продолжить особый контроль к вопросу надзора за деятельностью предприятий. Одним из важных направлений работы является борьба с коррупцией, которая подрывает авторитет органов власти, а незаконные действия коррупционеров причиняют ущерб и вызывают обоснованное недовольство наших граждан. Важнейшая дата в истории нашей страны. 82 года назад была снята блокада Ленинграда. Она продолжалась 872 дня. Сегодня во всех городах России почтили память тех, кто погиб в осажденном городе, попал под бомбежки на Ладожском озере, скончался при эвакуации. Воспоминаниями о тех страшных днях у памятников в Дербышках делились ветераны, свидетели тех событий. Тогда Казань приняла тысячи ленинградцев. В республику эвакуировали крупные предприятия. Многие из блокадников позже связали свою жизнь с Татарстаном. Особое значение этот день приобретает в год воинской трудовой доблести, объявленной Раисом республики. Самое страшное – это то, что ты не видел дня. Уходил в детский сад темно и приходил, все окна были завешены, зима, ночи короткие. Ну и, конечно, бомбежки. Клали на голову подушки, и только если где-то бомба рядом падала, была вибрация земли. Старшая сестра ходила в очередь за хлебом, который вот сейчас нам дали. И однажды ей было уже тогда 17-18 лет, шла домой с кусочком хлеба, блокадного хлеба. На нее налетел парень, такой же блокадник, такой же доходяга, и этот кусочек хлеба у нее отнял. После минуты молчания к памятнику жителям блокадного Ленинграда возложили красные гвоздики. Сейчас в нашей республике живут 65 блокадников. Летом 41-го в Дербышке, где тогда располагался вагоностроительный завод, из Ленинграда вместе с семьями эвакуировали специалистов оптико-механического завода. Вместе с ними и само предприятие. Во время войны здесь сделали танковые, оружейные и минометные прицелы. Тогда Казань стала второй родиной для тысячи блокадников. В Дербышки приехали семьи сотрудников оптико-механического завода и поселялись в квартирах по 2-3 семьи. И одновременно, вот несмотря на трудности быта, восстанавливали вот это производство, делали с нуля. И сегодня мы видим прекрасные базы наших заводов оптико-механического комплекса, базы вертолетного завода, наших авиапредприятий. Это то, что в основу заложено, в том числе фундамент жителей Ленинграда. Поэтому вечная слава. Наша задача – окружить их заботой, вниманием. Мы это делаем все. Меры поддержки оказываются и со стороны федерального центра, и нашей республикой. Благодаря нашей заботе эти ветераны живы, и мы счастливы видеть сегодня их на митинге. От имени правительства Татарстана к ветеранам обратился премьер Алексей Песошин. Героическая оборона Ленинграда, продлившаяся 900 страшных дней и ночей, является летописью бесстрашия и самопожертвования, отметил он. Цитата. «Мужество жителей и защитников города, удивительная сила духа, стойкость, ставшая символом непреклонной воли к победе и борьбы во имя счастливого будущего своей Родины, покорили весь мир. Для нас всех это историческое событие служит примером несокрушимости, взаимной поддержки и единства, который всегда отличался наш многонациональный народ». Конец цитаты. Самой красивой девушкой республики признали 18-летнюю уроженку Нижнекамска. Амира Шарипова стала мисс Татарстан-2026. Теперь она представит республику на конкурсе «Мисс Россия» в Москве. Победительницу выбрали среди 30 участниц. Финал конкурса впервые прошел в новом здании Камаловского театра. В этом году девушки предстали в восточных нарядах и национальных костюмах Поволжья. Как их оценили судьи, знает Сирина Васильева. Летящая походка, уверенный взгляд и блестящие наряды. При виде такой красоты мужская половина зала замирает от восторга, женская от зависти. Конкурс «Мисс Татарстан» в этом году посвятили восточной тематике. За титул боролись 30 красавиц республики от 15 до 23 лет. Встречают поддержки, а провожают по уму. Поэтому красота – это гармония прежде всего. И это, естественно, гармония между внешним впечатлением, которое производит человек, и его внутренним миром. И вот к этому мы призываем наших девушек. После знакомства и дефиле жюри отобрало 10 суперфиналисток. Их ждал интеллектуальный этап. Если бы Аладдин жил в современном мире, что было бы его волшебной лампой? Какие черты Шахерезады должны быть у современной женщины? Нужно быть нежной рассказчицей, а в какие-то моменты нужно собраться, быть сильной,
и быть самой управляющей своей судьбой. Этим ответом 18-летняя уроженка Нижнекамска покорила жюри. Амира Шарипова прошла все этапы и получила корону «Мисс Татарстан-2026». В прошлом году она также дошла до финала и получила титул «Мисс Очарование». Сейчас она учится на факультете менеджмента КФУ. Мне нужен именно такой титул. Другие я не принимаю, иду по головам. Нет, я получаю удовольствие от всего процесса, от девушек, потому что в этом году я пошла с подругами, и здесь еще дополнительно обрела новых. Обладательницей титула «Мисс Казань» стала 20-летняя Евгения Петрова, а первый вице-мисс Татарстан, уроженка Зеленодольска, Камила Гаттарова. Сирина Васильева, Ренат Сахибгареев, ТНВ, Казань. Это были новости Татарстана. Заходите в наши группы ВКонтакте, подписывайтесь на телеканал ТНВ и ТНВ Татарща. Теперь ТНВ есть и в национальном мессенджере Макс. До встречи! Мы выбираем Родбан. Это проверенная гипсовая штукатурка, которая удобно наносится и легко разравнивается. Knauf Родбан подходит для любой бригады. Мечтаете о собственной бане? Приходите на нашу выставку. Убедитесь в качестве и выберите свой проект под ключ. От фундамента до потолков парной. Строим качественно, строим быстро. Ваша баня – наша работа. 208 19 55. Большой выбор мебели в торговом комплексе Савинова. Ямашева, 93. На лишние траты тебя мы не подначиваем. Телекарта говорит: смотри, не переплачивай. С 27 января по 21 февраля распродажа индийских товаров. Улица Восстания, 42. Я доверяю свои глаза клинике Омикрон. Восстановим ваше зрение за 12 минут. Выбирайте, где отдохнуть? Вас ждут прекрасный отдых, профессиональное лечение и море удовольствия в санатории Шифаласу и Жминводы. Республика Татарстан, Менделеевский район. Как разместить сбережения с выгодой? Выбрать сберегательную программу с привлекательной ставкой. Оптимальный срок. Иметь возможность пополнения и выплаты процентов, когда вам удобно. Сберегательные программы КПК Поволжье. Когда все сложилось лучшим образом. Здравствуйте, Исяннасис, в студии Эльвира Мифтахова. В Татарстане на смену сухой морозной воздушной массе придут осадки, метели с сильным ветром и постепенное повышение температурного фона. Подробнее после полезной информации. Ищите, где обновить интерьер или сделать ремонт, но не знаете, с чего начать? Тогда вам точно стоит заглянуть в торговый комплекс Савинова по адресу проспект Ямашева, 93. Большой выбор мебели в торговом комплексе Савинова. Ямашева, 93. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-западе республики в Тетюшском, Буинском, Апастовском, Дрожжиновском, Камско-Устинском и Каябецком районах температура в течение суток от 9 до 11 градусов мороза. Ожидается облачная погода и пройдет снег. В центральных районах Нурлате, Аксубаево, Новошишминске, Черемшане, Чистополе, Мамадыше будет облачно. Ожидаются осадки. Температура в течение суток от минус 10 до минус 12 градусов. На юго-востоке республики в Альметьевске, в Лениногорске, Бугульме, Бавлах, Урусу, Азнакаево и в Заинске температура днем и ночью от 11 до 13 градусов ниже 0. Будет пасмурно и местами пройдет снег. На северо-востоке в Набережных Челнах, Нижнекамске, Муслюмовском, Сармановском, Актанышском, Мензелинском, Агрызском районах температура круглые сутки одинаковая от 11 до 12 градусов со знаком минус. Будет облачно, снег будет повсеместно. На северо-западе республики в Сабинском, Тюличинском, Кукмарском, Арском, Атнинском, Балтасинском районах температура днем от 11 до 12, ночью от 10 до 12 градусов мороза. Будет облачно и снежная погода. В туристических городах республики в Свияжске, Болгаре и Елабуге облачно, пройдет снег. Температура в течение суток от 10 до 11 градусов мороза.
В Казани облачно, ожидается снег. Температура днем и ночью 10 градусов ниже 0. Ветер южный, около 4 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы, оно составит 755 миллиметров ртутного столба. Влажность 79%. Магнитное поле Земли слабо возмущенное. Это все о погоде. В студии была Эльвира Мифтахова. Смена погоды может негативно повлиять на здоровье. Берегите себя и всего доброго.